О самых заметных событиях вторника, 16 мая, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Опасения не стали реальностью. В Ленском районе понижаются уровни воды. Опергруппа МЧС покидает район до следующего года. Совет Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики собрался в Якутске. Озвучены планы по ремонту и строительству дорог. Какие еще темы были на повестке? Сотрудники ДПС провели рейды в Ленске. За несколько дней выявлены десятки нарушений. Основное – пьянство за рулем. Какие еще нарушения пресекают стражи порядка? Международные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске в следующем году, но команды уже готовятся. Расскажем о подготовке брейкеров и гимнасток. А уже совсем скоро в Улан-Баторе стартует чемпионат Азии по масс-рестлингу. Готовиться к этому мероприятию члены сборной Монголии приехали в Якутию, где секретами делятся якутские наставники. Дмитрий Садовников провел объезд пунктов временного размещения городского округа Якутск. Первый вице-премьер региона с членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций посетили 3 населенных пункта. Это села Табага, Хатасы и Пригородный. В зону затопления в этих поселениях попадают более 100 жилых домов. В пунктах обеспечат питание, транспортировку, медицинскую и психологическую помощь. Организация пункта временного размещения, оно на уровне. И сегодня по инициативе городской думы, окружной администрации мы посетили, воочию убедились и увидели, что власти подготовились хорошо. И что остается, только надеяться, что все будет хорошо, и эти участки не будут подтоплены, и мы к таким вынужденным работам не будем подвергнуты. Но время покажет. Просто мы сегодня убедились, что власти на местах сегодня готовы. Ледоход на реке Лени в ближайшие сутки начнется между Покровском и Якутском. Об этом сообщил первый зампред госкомобеспечения региона Иннокентий Андросов. По его словам, первый участок проходит по территории Ленского района, второй участок наблюдается в селе Исид Хангаласского улуса. Между Покровском и Якутском пока идут местные подвижки. В ближайшие сутки река Алдан выйдет на реку Лена. На днях на Лену также выйдет река Вилюй. В Ленском районе тем временем продолжают понижаться уровни воды. Оперативная группа МЧС Якутии во главе с генерал-майором Павлом Гариным покидает его до следующего года. В этом году река Лена заставила поволноваться ленчан. По причине затора 14 мая в полночь ниже по течению произошел подъем уровня воды до критической отметки. Но благодаря работе опергруппы МЧС, круглосуточному контролю удалось избежать ухудшения ситуации. Так, на данный момент уровень воды немного превышает 800 сантиметров и продолжает снижаться. Падает он и в населенных пунктах Нюя и Мурья. Остается 320. Хочу сказать, ледоход проходит благоприятно для территории Ленского района. На сегодняшний день активная фаза проходит по территории Ленского района и Алекминского района. Ледоход разделился на 2 участка. Второй участок проходит по территории Алекминского района и Хангаласского района достиг уже на сегодняшний день. По территории Ленского района на сегодняшний день верхняя кромка наблюдается у населенного пункта Мача Алекминского района и, вернее, нижняя кромка, а верхняя кромка, как мы наблюдаем, уже у города Ленска. Наблюдается здесь редкий ледоход. Уровень составляет 837 сантиметров. За сутки на 5 метров понизился, поэтому никакой угрозы для города Ленска, для Ленского района уже не существует. Уровни падают. Вскрытие реки у гидропоста Вилюйск произошло сегодня днем на 3 суток раньше нормы. Уровни воды при вскрытии на 1,5 метра выше средних многолетних значений. Нижняя кромка ледохода на реке Вилюй наблюдается в пределах Вилюйского района. В нижнем течении реки у гидропоста Хатырык-Хомо отмечают подвижки льда и разводья. 17-18 мая ожидается ледоход. В ближайшие сутки ждут подвижки льда в устьевом участке реки Вилюй у гидропоста Промышленный. Это 18 километров от Устья в Кобяйском районе. Пожароопасный сезон сегодня установлен в 11 районах Якутии. Так, сезон лесных пожаров официально начался на землях Амгинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Горного, Нюрбинского, Алекминского, Сангарского, Сунтарского, Татинского, Усть-Майского и Чурапчинского лесничеств.
Авиалесохране поручено обеспечить бесперебойное функционирование диспетчерской службы по охране лесов от пожаров на указанных территориях. Также силы и средства должны перевести в режим постоянной готовности и обеспечить мониторинг в зонах авиационного и наземного патрулирования. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Якутии отремонтируют более 267 километров дорог, из них 244 километра регионального значения, 23 километра в городе Якутске. Об этом сообщили на общественном совете Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. На сегодняшний день все контракты заключены. Подрядная организация имеет необходимый перечень дорожной техники, рабочей силы для проведения работ. И на сегодняшний день подрядная организация начинает свои работы в соответствии с графиком выполнения работ. Также на совете обсуждали вопросы внедрения системы управления движением автобусов и графиками рейсов в Якутске и близлежащих населенных пунктах, а также реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в части снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ДПС провели рейды в Ленске. За несколько дней выявлены десятки нарушений. Основное – пьянство за рулем. Для некоторых ленчан стало нормой садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Благо, сотрудники госавтоинспекции быстро выявляют подобную категорию водителей и привлекают к ответственности, нередко уголовной, рассказывает Светлана Балеева. Очередной рейд и снова пьяный. За этим мужчиной сотрудникам госавтоинспекции пришлось погоняться. Нарушитель пролетел на бешеной скорости мимо поста ГАИ. Увидев инспектора, даже не остановился. Оказывается, этот молодой человек управлял транспортным средством уже без прав. Повторное нарушение, и теперь ему грозит уголовная ответственность. За майские праздники сотрудники ГИБДД выявили несколько пьяных за рулем. Среди них пенсионеры, женщины и даже подростки. В ходе рейда, к слову говоря, на них было обращено особое внимание, так как многие из ребят были еще и на мопедах. Родители, по поводу того, что вы приобретаете своим детям несовершеннолетним мотоциклы, мокики, они еще не имеют права управления, не знают правил, не получили водительское удостоверение, будут привлечены к ответственности за передачу права управления транспортными средствами. Также сотрудники ДПС провели профилактические беседы с детьми, играющими вблизи проезжей части. Полицейские спросили у ребят, знают ли они правила дорожного движения. Оказывается, очень даже хорошо. Не бегать по дороге, куда играть нельзя. Играть нельзя в футбол. Переходить дорогу. Нельзя играть. Светофоры знаешь? Да. Да. На зеленый переходить. Да, зеленый переходить. С 15 мая по 15 июня в Ленске будет проведено очередное профилактическое мероприятие. Внимание, дети! Инспектора в преддверии отдыха расскажут и покажут ребятам, как правильно вести себя на дороге. Детвора остается сама себе предоставленная, бесконтрольно выезжает на дорогу общего пользования на велосипедах, самокатах, роликах. И очень просили бы, как сотрудники ГИБДД, обратиться к родителям, разъяснить своим деткам правила передвижения, что до 14 лет дети не могут выезжать на дорогу общего пользования на велосипедах. В общей сложности за майские праздники патрульными было выявлено 161 правонарушение. Составлены протоколы, и по каждому случаю будут приняты меры. Кто-то из нарушителей отделается штрафом, а кто-то и лишением права управлять транспортным средством. Светлана Балеева, Александр Рычук, Ленск. К другим темам. Государственный театр оперы и балета одержал победу в конкурсе на грант благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд» в помощь незрячим. Так театр получит средства и оборудование на организацию показов с тифлокомментариями. Для участия в данной программе театр выбрал 2 репертуарных спектакля с оркестром. Это классические шедевры Петра Чайковского, одноактная опера «Иоланта» и балет в 2 действиях «Щелкунчик». Конкурс проходил в онлайн-формате. Всего подали заявки 153 театра из 62 городов России. В следующем сезоне театр представит якутским зрителям эти 2 спектакля. Это будет пока 2 спектакля по этой программе организованы. Это наш первый опыт сотрудничества с Республиканской библиотекой для слепых, которые помогут нам организовать тифлокомментирование. Но потом в дальнейшем, конечно, мы хотели бы рассмотреть возможности и создавать другие тоже спектакли. Для нас это, конечно, вообще очень большая ответственность. Впервые театр принимает участие в таком социально значимом проекте. И самое главное, что
такие очень значимые произведения искусства станут доступны для людей, которые раньше не могли насладиться искусством. В Мирном работает школа резьбы по дереву, в которой обучаются люди разного возраста и профессий. О специфике резьбы по дереву и ее особенностях в материале Анны Васильевой. Художественная ювелирная резьба по дереву – достаточно редкий вид деятельности. Освоить такой сложный вид искусства способен далеко не каждый человек. В Мирном благодаря районным и городским грантам все желающие жители города могут задействовать свою фантазию, давать размах творчеству при работе с деревом. Резьбу по дереву начинал Вячеслав Иванович Бекусов. Лет 5-6 назад начал собирать команду. Я была одна из тех, кто пришла на обучение. И вот когда его не стало, его продолжение взяла на себя и набрала команду, не команду, а учеников, которые желают заняться резьбой по дереву. Учебный год начинается у нас с сентября по май. Они проходят полное обучение, начиная с геометрической резьбы. Сейчас мы дошли до картины. И вот второй год, может, продолжим, может, новеньких наберем. Все под вопросом. Дерево – это такой материал, на котором можно отразить не только природную красоту, но и внедрить, создать собственные узоры. Поэтому, если даже ученики делают одну и ту же композицию, все равно у каждого получается по-разному. Я уже не первый год посещаю этот кружок. Он очень мне нравится. И уже получаются какие-то работы. И за этот год мы очень многому научились. Научились не только вырезать из дерева, красить там морилкой, потом разные техники использовать при вырезании и использовать это для других работ. Для многих резьба по дереву – это отдушина, занятие, которое помогает отвлечься от повседневных будней. И начинается все азбукой геометрической резьбы. Освоив ее, ученики начинают придумывать свои узоры. Сначала простые, после берутся за более сложные композиции. Анна Васильева, Мирный. Традиционный национальный праздник Исаак Туймады в этом году пройдет в местности Усть-Хатын 24 и 25 июня. Об этом сообщает оргкомитет. В настоящее время продолжается подготовка к национальному празднику. В этом году Исаак Туймады проведут под девизом «Якутск – город трудовой доблести». Праздник также посвящен году педагога и наставника в стране, а также году труда в республике. На мероприятии по традиции состоятся соревнования по национальному многоборью, игры Дыгына, конные скачки. На призы главы Якутии и мэра столицы жителей и гостей ждет обширная культурная программа. Далее о спорте. Якутские брейкеры уже не первый год достойно представляют республику на дальневосточном и всероссийском уровнях. Сегодня ребята и их педагоги усиленно готовятся к участию в спортивных играх «Дети Азии». О подготовке к играм, а также об успехах якутских брейкеров на всероссийском чемпионате расскажет Марферина Алексеева. В апреле в Москве во Дворце гимнастики Ирины Виннер проходил чемпионат первенства России в олимпийской дисциплине танцевального спорта брейкинг. В российском турнире приняла участие сборная нашей республики. Якутия выступила в командных соревнованиях среди взрослых и детско-юношеских возрастных категориях, куда участников пригласили в результате многочисленных побед на дальневосточном уровне. И это только начало к достижению цели. Так как брейкинг стал олимпийским видом спорта, планы у танцоров долгосрочные – взрастить олимпийского чемпиона к 2032 году, и это вполне реально. Что сейчас, что те, кто уже постарше стали, да, то есть повзрослели, они показывают очень-очень высокий уровень, да, и нам надо максимально ездить по таким чемпионатам, соревнованиям, батлам для того, чтобы ребята обрели тот уровень, ощущение, всю ту волну, которая идет на российском уровне. Если выиграть российский уровень, то большой шанс есть выиграть и мировой уровень. Именно поэтому очень важно для брейкеров посещать как можно больше чемпионатов, соревнований и батлов по стране. Очень сильный батл какой-нибудь, вот атмосфера прямо так и хлещет. В принципе, везде свои тусовки, свои по-своему танцуют там, что в Новосибирске, что там в Якутске по-разному все танцуют. В Москве, конечно, целая каша, там совсюду наезжают.
И очень битва стилей такая начинается сильная. В прошлом году на международных играх «Дети Азии» впервые проходили соревнования по брейкингу. Наши ребята дошли до полуфинала. Где-то полгода мы только готовились, потому что еще не было известно, вообще брейкинг будет или не будет. Как мне рассказывали, вот с организаторами разговаривали, тогда это был более экспериментальный в том плане, что хотели посмотреть, как это, что это вообще. И они остались очень довольны, потому что по рейтингу, там, интернет-трансляции и так далее, он уступал только футболу. К играм в следующем году ребята и педагоги готовятся основательно. В поисках самородков преподаватели объездили всю республику. Стоит отметить, что чтобы обрести даже начальный уровень базы брейкинга, за плечами нужно иметь не 1 год усиленных тренировок. Брейкинг невозможно научиться за год, а то и 2. Чтобы быть в каком-то уровне, надо как минимум года 3-4 заниматься. Просто чтобы научиться стоять на руках только, это очень много времени. Как вы представляете, как это сложно, так настолько оно и есть. Вот мои ребята, вот, с которыми сейчас работаю, они уже пришли ко мне, когда им было по 5-6 лет. Возможно, именно поэтому, смотря на ребят-брейкеров, невозможно не заметить неподдельный энтузиазм и целенаправленность. Ну, брейк молодым дает силу, здоровье, радость, единение с другими танцорами. Вот недавно посмотрел фильм «10 лет стиля» от Аврора B-Boys, очень вдохновляет. И вообще, ну, вся эта культура хип-хопа очень мотивирует заниматься дальше брейкингом. Попасть, выиграть там, например, чемпионат России по брейкингу там, или стать великим каким-нибудь брейкером. То есть. Сегодня в республике ведется активная работа по развитию брейкинга. Поддержку оказывает Союз танцевального спорта республики под руководством ее президента Людмилы Николаевой. Получаем поддержку со стороны Министерства спорта, Союза танцевального спорта, также отдельных спортивных учреждений, которые на сегодняшний день тоже видят в нашем направлении хороший потенциал. И как-никак то, что брейкинг стал олимпийской категорией, является очень хорошим подспорьем для дальнейшего развития, для того, чтобы больше детей имели шансы стать олимпийскими чемпионами. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. А в центре Новогорск в Подмосковье Олимпийской деревни проходят тренировки якутской команды по художественной гимнастике. Напомним, в апреле этого года олимпийская чемпионка России, старший тренер олимпийской сборной страны Ксения Дудкина назначена старшим тренером сборной Якутии. Она отобрала 6 гимнасток из разных клубов и сформировала команду, которая выступит на международных спортивных играх «Дети Азии». Как проходят тренировки будущих чемпионок, знает Айсана Бурнашова. Обруч – один из основных предметов художественной гимнастики. Вот прямо сейчас наша сборная тренируется как раз с этим предметом. Девочкам необходимо как можно выше подкинуть обруч, поймать его, при этом успеть сделать колесо или оборот вокруг себя. Задача непростая, но выполнимая, особенно когда за плечами 8 лет большого спорта. Лизе 13. В художественную гимнастику она пришла 5-летней малышкой. Еще читать толком не умела, а обручи ловила. Первый раз у меня тоже не получилось. Мне нужно было стараться ее перекинуть, но я не могла, я не понимала, как это делается. И то есть каждым днем, каждый раз я просто нарабатывала эту технику и со временем привыкла. Всего в якутской сборной 6 девчонок. Статные и грациозные, все как на подбор. Каждая победительница региональных и всероссийских турниров. Получается, я сейчас кандидат в мастера спорта. Выполнила его в прошлом году. Отточить мастерство гимнасткам помогает олимпийская чемпионка Ксения Дудкина. По совместительству старший тренер российской сборной. Дыши, спокойно. Ксения сама жила и работала в Якутии. Не понаслышке знает о северной закалке. Мы возили детей на сборы, затем уже я начала работать непосредственно с федерацией. Готовила деток на «Дети Азии» 2016 года. Я познакомилась со своим нынешним мужем. И жизнь распорядилась так, что я уехала. А Якутия приехала ко мне. Я очень знаю хорошо якутский менталитет. В принципе, я понимаю перспективу. Меня полностью все устраивает в девочках. Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут летом следующего года в Якутске. А пока у гимнасток есть время, чтобы найти тот самый золотой баланс между работой телом, предметами и головокружительными вращениями.
Кстати, в этом же зале в свое время занимались и Алина Кабаева, и сестры Аверины. Возможно, совсем скоро мы увидим еще одних звезд художественной гимнастики уже из Якутии. А золотую медаль на Олимпиаде получить? Ну, не буду гадать. Приятно осознавать, что в этом зале вместе, когда-то на этом же ковре занималась сама Алина Кабаева. Художественная гимнастика должна стать базовым видом спорта с тем, чтобы наши дети очень гармонично росли, чтобы художественная гимнастика не только сегодня жила и развивалась в регионе, а имела большое будущее. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Московская область. А уже совсем скоро, с 15 по 19 июня в Улан-Баторе пройдет чемпионат Азии по масс-рестлингу. Готовиться к этому мероприятию члены сборной Монголии приехали в Якутию, где секретами перетягивания палки с ними делятся якутские наставники. На тренировке монгольских спортсменов побывал мой коллега Александр Хавренко. Как говорится, чтобы побеждать, надо учиться у лучших. Ну а кто лучше, чем якутяне, лучше, чем народ Саха, знает свой национальный вид спорта масс-рестлинг. Именно поэтому сборная Монголии приехала в Якутск. И в течение нескольких дней на стадионе «Юность» в специально оборудованных залах они будут проходить сбор, у них будут тренировки. Их будут тренировать в том числе и наставники из Якутии. Федерации масс-рестлинга Монголии в этом году исполнилось 10 лет. И так совпало, что в юбилейный год им выпала возможность провести у себя чемпионат Азии. И, конечно же, как хозяева чемпионата, сборная Монголии хочет дать достойный бой представителям других стран. Сборная Монголии рассчитывает только на победу, и дать хорошую конкуренцию. Мы все знаем, что сборная Киргизии очень-очень хорошо. Они очень хорошо знают, у них есть свой национальный вид спорта, похожий на масс-рестлинг, Таяк Таптыш называется. Поэтому они очень хорошо чувствуют и знают, как построиться, как настраиваться. Я думаю, что сборная Монголии покажет хороший результат и хороший бой даст сборной Киргизии. На недавнем чемпионате мира по масс-рестлингу сборная Монголии завоевала 4 медали. И этот успех дал еще один толчок к развитию этого вида спорта в стране. На сборы приехали победители и призеры чемпионата Монголии. Несмотря на то, что у большинства ребят нет опыта выступлений на международных соревнованиях, желание обучаться масс-рестлингу у всех огромное. Они у себя уже прошли отбор, соревновались, и в процессе однонедельной тренировки мы увидели то, что они действительно уже имеют багаж знаний, техника тактических действий. Мы показываем, например, ушницкий говорим, а они уже наглядно показывают. То есть идет процесс развития, и действительно они быстро воспринимают. Хоть есть словарные такие преграды, они по-русски не знают, мы по-монгольски не знаем. Якутские наставники с удовольствием тренируют монгольских спортсменов. И на вопрос, не боятся ли они воспитать сильных конкурентов на следующий чемпионат мира, отвечают: чем сильнее соперники, тем усерднее будут готовиться наши спортсмены. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.